Региональное управление МЧС справилось с поставленными задачами. Спасателям удалось минимизировать последствия природных катаклизмов и техногенных аварий. Такие итоги подвели сегодня на сборе с руководящим составом единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году в республике действительно все работали не за страх, а за совесть. Начиная с масштабного весеннего половодья, были превышены исторические максимумы подъема воды. В результате в 12 муниципальных образованиях попали под негативное воздействие паводковых вод более 60 населенных пунктов. В 6 муниципальных образованиях вводился режим чрезвычайной ситуации. Общими усилиями справились, но прошли действительно такое испытание на прочность. Ситуация с лесными пожарами в этом году относительно спокойная. Летом обошлось без продолжительной засухи и экстремально высоких температур. Чрезвычайную ситуацию объявляли зимой в Ухте. Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода. Тушение сопровождалось взрывами, была угроза распространения огня и на другие производственные объекты. Уходящий год был по-своему сложный. Так, с 16 марта Коми республиканская подсистема РСЧС функционирует в режиме повышенной готовности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В 2020 году произошло несколько сложных чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликвидация которых потребовала привлечения больших ресурсов, как человеческих, так и финансовых. Совместными усилиями всей подсистемы РСЧС республики, благодаря совместной работе, удалось минимизировать последствия этих событий. Число аварийных разливов нефти в этом году превысило показатели 3 прошедших лет. На внутрипромысловых месторождениях Коми в этом году зарегистрировано 38 подобных случаев на площади 20 гектаров. Основные причины нефтеразливов – устаревшее оборудование и человеческий фактор. Позавчера произошла разгерметизация нефтепровода УПН «Ярига» на ПСП «Ухта», пункт приема. Это компания «Лукойл Коми», «Ярига нефть». Трубопровод диаметром 325 миллиметров. Только за последние 2 месяца уже 3-й случай порыва на этом трубопроводе. Это говорит о том, что недолжным образом проводятся и приемки работ, и диагностика соответствующих трубопроводных систем. Объем вылитых нефтепродуктов составил 3 кубических метров, предварительная площадь загрязнения 450 метров квадратных. Проводятся соответствующие мероприятия по ликвидации, расчету ущербов и взаимодействию с предприятием.